Всем привет, меня зовут Анастасия, это канал о Турции и жизни в горной деревне. А сегодня у нас видео не совсем об этом. Пока я не приехала в Турцию, у себя на родине я никогда не пользовалась и никогда не слышала о таком виде крупы, как мерджимек. В Турции она очень популярна, начиная от супов и заканчивая горячими блюдами. Крупа мерджимек в Турции – это неотъемлемая часть культуры. Сейчас я вам о ней немного расскажу, а чуть дальше будет рецепт с очень редкой и дорогой черной чечевицей. Такая крупа, как мерджимек. Она бывает нескольких видов, и каждая из них полезна по-своему. Например, зеленая. Ни в коем случае не путайте ее с горохом. Она очень богата клетчаткой, железом, витамином В и фолиевой кислотой. Есть зеленая чечевица, она уже более такая крупная и варится она намного дольше. И, кстати, знали ли вы, что она подходит именно для тех, кто держит диету и не хочет набирать вес? Этот сорт чечевицы готовится довольно-таки долго, где-то минут 40, по сравнению с такой, как красная. Это у нас оранжевая. Есть еще желтая, она точно такая же, но только желтого. Стандартная красная чечевица, она очень хорошо усваивается и готовится где-то минут 15. Имеет высокое содержание белка, подходит для питания у вегетарианцев. Также содержит клетчатку, которая нормализует уровень сахара в крови и снижает холестерин. Также подходит для диабетического питания. Еще есть желтая чечевица. Это то же самое, что и зеленая, только без верхней оболочки. Она также считается диетическим продуктом, помогает пищеварению, хорошо усваивается, укрепляет иммунитет. И еще одна особенность в этой крупе – она долгое время дает чувство сытости. Живу 9 лет в Турции, и буквально совсем недавно я узнала, что существует еще такой сорт, как черная чечевица. Она очень редкая, и найти ее получается не всегда. И вот такая вот черная, она самая мелкая, самая такая более кругленькая. Еще ее здесь называют белуга из-за сходства с черной икрой. Это одна из самых полезных видов чечевицы. В этой чечевице содержатся все витамины, что и в предыдущих сортах, но есть одна особенность. Она помогает поддерживать здоровье сердца. Она является самым дорогим видом чечевицы из-за особенностей, сложности выращивания и хранения этого вида. А сейчас мы с вами плавненько переходим к самому рецепту черной чечевицы. Вот так выглядит черная чечевица. Я ее беру и вижу вообще впервые. Называется она еще как белуга. Насыпаем, короче, сюда стакан этой чечевицы. Нам нужно 1,5 стакана. Она реально черная. Нам нужно ее замочить на 30 минут. Нарезаем мелко одну большую луковицу. Девчонки, я выкинула все свои пластиковые досочки, оставила только деревянную. Потому что, как показывали эксперименты, то весь этот пластик, пока мы стругаем, режем, он попадает к нам в организм. Наливаем оливковое масло. Я люблю побольше, потому что у меня муж любит пожирнее. А девчонки, кто хочет органически чистое оливковое масло из нашей плантации, вы можете заказать у меня в Инстаграм, те, кто живет в Турции. И бросаем туда наш лук, будем его поджаривать. Пока у нас поджаривается лук, нам нужно размешать томатные пасты. Это у нас помидорная томатная паста. Ее берем пол столовой ложечки. И из красного перца. Это все делает моя свекровь. Если вам интересный рецепт, пишите в комментариях рецепт. И летом я постараюсь все это дело вам записать. Добавляем сюда немного воды. И нам нужно это все уже смешать.
Можно это добавлять и без размешивания прям в еду. Но мне не нравится его эффект. Я люблю, чтобы оно было вот такой консистенции. Лук наш поджарился. Сюда выливаем нашу пасту. И 2 столовые ложки еще вот такие помидорки. Можно свежие нарезать, у меня консервированные. 2 минуточки дадим поджариться еще. И высыпаем нашу сюда чечевицу. Все хорошо ее помешаем. Девчонки, она прям черная-черная. Напоминает мне черную икру. Только немножечко она покрупнее. Добавляем сюда соль, все любые специи, которые вам нравятся. У меня это каменная соль, она вот такая крупная. Мы другую не используем, а только натуральную. Черный перчик, тимьон. Девчонки, пишите в комментариях, как он на русском, я забыла. И наливаем сюда водички 1 к 2. То есть, если у нас 1,5 стакана чечевицы, то тогда 3 стакана воды. По сравнению с другими видами чечевицы, это варится довольно-таки быстро. Минут 15-20. Мешаем, закрываем крышкой до закипания и потом на самый медленный огонь. Она у нас уже сварилась. Она осталась такой же черной, практически черной, знаете, темно-коричневый, даже такой шоколадный цвет. Запах у нее такой более насыщенный, чем у обычных мерджимеков. И вкус, я думаю, тоже. Приятного аппетита! И расскажите мне, какой из этих видов вы пробовали и какой вы любите. Если вам было полезно это видео, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и поделитесь с ним с друзьями. Так вы поможете каналу развиваться. И обязательно оставьте комментарий, потому что ваше мнение для меня очень важно.